Ситуации будет много политических обещаний, критики, это выборы в Государственную Думу, Федеральное собрание. Значит, вот скоро начнется вот такая, как бы, агитационная работа, и, конечно же, все наши недостатки, они обнажатся с учетом сегодняшней ситуации. К этому надо быть готовым, значит, надо системно работать. Наша главная задача – обеспечить ту стабильность, которая есть, а стабильность – это залог дальнейшего нашего развития. Я хочу поблагодарить вас за нашу совместную работу. Вы выполняете очень такую непростую функцию государственную, муниципальную, федеральную, независимо. И без вот этих функций, без вот мер, особенно сложный момент четкого реагирования, точного реагирования на те узкие места, где у нас появляется. Мы даже, вот, я не буду говорить, некоторые решения, значит, вынуждены были или изменить, или принять. Потому что время очень непростое. Значит, не секрет, что, возможно, 28 тысяч, там, почти 29 тысяч рублей средняя зарплата, она не маленькая зарплата, но если вы переведете это в валюту, а, к сожалению, некоторые у нас, не все у нас еще импортозавещено, многие люди ездили, отдыхали за границей, уже этих денег не хватит. Эти деньги, может быть, только хватит на пропитание. Это небольшие деньги. Поэтому мы должны внимательно понимать, что не только в рублях считается, а вообще по покупательной способности, и внимательно на эти вещи смотреть. Значит, вот, открываем несколько площадок для прямой реализации сельхозпродукции, организации ярмарок. Вся эта работа, Минсельхоз, наверное, здесь. Да, эту работу надо проводить. В любом случае, вот это тяжелое время нам надо выдержать вот это социальное давление политических там разных сил. Поэтому я еще раз надеюсь на нашу совместную работу. Благодарю наших федеральных коллег за ту поддержку. У нас полное понимание. Понятно, они тоже ограничены теми бюджетными возможностями, которые есть, но есть вещи, к которым шаблонно относиться нельзя. Есть вещи, огромные коллективы, есть моногорода. Они на самом деле, там живут люди, если у него другого источника нет, что ему остается делать? Значит, или он идет воровать, или он должен протестовать. Поэтому, если мы заранее сумеем создать нормальные условия, значит, сохранить рабочие места. Самое главное – сохранить рабочие места. Вот это самое главное, чтобы люди, во-первых, были в коллективе, во-вторых, получали, значит, ту зарплату, может быть, она не самая большая, но он получает. Вот эта стабильность очень